Здравствуйте! Вы смотрите «Актуальное интервью» в студии Валерия Наумова. С 1 сентября россияне могут бесплатно получить в собственность земельные участки, на которых находятся их гаражи. Сколько будет действовать гаражная амнистия и скольких якутян она затронет? Поговорим об этом и не только с гостем студии Степаном Степановым, заместителем директора, главным технологом кадастровой палаты по республике Саха-Якутия. Степан Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, для начала, что такое в целом гаражная амнистия? Гаражная амнистия называется федеральный закон от 5 апреля 2021 года за номер 79 ФЗ о внесении изменений в некоторые отдельные законодательные акты, который был принят в целях регулирования вопросов по приобретению прав гражданами гаражей и земельных участков, на которых они расположены. В целом, гаражная амнистия вступает в силу 1 сентября 2020, вступил в силу, то есть 1 сентября 2021 года, который в упрощенном порядке позволяет гражданам оформить права на гаражи и земельные участки, на которых они расположены. На сегодняшний день, по предварительным оценкам, данный закон затронет порядка 3,5 миллионов граждан. Это те гаражи незарегистрированные, которые числятся по всей стране и имеются по данным Единого государственного реестра недвижимости. А в целом по республике под гаражную амнистию попадут около 10 тысяч объектов недвижимости. А данный закон будет действовать до 1 сентября 2026 года, вот поэтому гражданам не стоит откладывать оформление документов в долгий ящик. Это те гаражи, которые на сегодняшний день пользуются граждане, которые юридически никак не оформлены, то есть они никак не могут быть проданы, подарены, либо переданы по наследству. Но какие гаражи попадают под эту амнистию, вы уже рассказали, да? Угу. Давайте поговорим, какие документы нужны для того, чтобы оформить. Еще раз поясню о том, что гаражи, которые попадают под гаражную амнистию, это должны быть капитальные гаражи. Капитальные гаражи – это те гаражи, которые у нас прочно связаны с землей, и перемещение которых невозможно без его разрушения. Вот, должен быть фундамент, стены из бетона, из кирпича, крыша, подключение к инженерным коммуникациям. Вот это гаражи могут быть даже общие стены с соседними гаражами, либо находиться в одном ряду, то есть гаражные кооперативы. Во-вторых, гаражи должны быть построены до введения в действие градостроительного кодекса, то есть до 30 декабря 2004 года. В-третьих, гаражи не должны быть по суду или по решениям органов местного самоуправления признаны самовольными постройками, подлежащие сносу. В эту категорию, то есть под гаражную амнистию, не попадают те гаражи, которые являются объектами вспомогательного использования. То есть они построены на земельных участках, предоставленных под жилищное строительство, под садоводство, под какие-то объекты коммерческого, производственного или промышленного назначения. А также под гаражную амнистию не подпадают гаражи, которые используются в целях предпринимательской деятельности. То есть на них расположены автомойки, шиномонтажи, автосервисы, а также не подпадают те гаражи, которые обеспечивают деятельность государственных органов местного самоуправления и транспортных компаний. А какие документы нужны для оформления? Для того, чтобы получить земельный участок и гараж, необходимо все документы, которые были приняты органом во власти по предоставлению земельного участка как гражданину, так и гаражному кооперативу. Либо решение совхоза, колхоза или иного предприятия, который построил гараж и передал его гражданину, который, наверное, состоял, например, в трудовых отношениях с ним. Также может быть подтверждающим документом справка об оплате паевого взноса, документы или договора на подключение к электрическим сетям или к другим сетям инженерного обеспечения, а также подтверждающие уплату коммунальных услуг. В том числе может быть документы о наследстве, документы о приобретении у гражданина, у другого гражданина договора, а также может быть старый технический паспорт, который был подготовлен до 1 января 2013 года и в котором указано о заявителе в качестве правообладателя
заказчика и должен быть год постройки, потому что мы ориентируемся на дату. Вот поэтому, если вы думаете или полагаете о том, что у вас когда-то был технический паспорт, вы можете обратиться в Республиканский центр технической инвентаризации, чтобы получить вот этот технический паспорт, если у вас был когда-то и утерян, например. Да? И в будущем, возможно, это возможно будет избежать каких-либо затрат на проведение кадастровых работ. Но это не окончательный список. Дело в том, что если органам госвласти уполномочены на определение дополнительного списка документов, которые можно предоставить для оформления гаража и земельного участка. Вот поэтому гражданам рекомендую, прежде чем начать оформление гаражей, необходимо посмотреть, найти какие-либо документы, справки, технические паспорта, технические описания, все те документы, которые подтверждают хотя бы косвенно о том, что гараж использовался. А расскажите, как будет рассчитываться площадь земли, на котором построен гараж? Площадь гаража земельного участка будет рассчитываться, то есть будет образовываться в границах, соответствующих размещению самого гаража, то есть под гаражом, согласно правил проекта межевания территории и схемы расположения земельного участка на кадастровом плане. А как выглядит процедура оформления гаража? Дело в том, что сперва необходимо убедиться, стоит ли земельный участок в едином государственном реестре недвижимости. Для этого вы можете обратиться в органы местного самоуправления, в управление Росреестра по Республике Саха-Якутия, к нам, в филиал кадастровой палаты, или к кадастровым инженерам. То есть сперва нужно убедиться. Но бывают случаи, когда земельные участки предоставлены гаражным кооперативам, и в этом случае нужно посмотреть, в чьей собственности это находится. То есть, может быть, в собственности республики. Для этого необходимо обратиться в Министерство имущественных и земельных отношений по Якутии, в Якутии. Если земельный участок находится в федеральной собственности, то необходимо обратиться в территориальное управление Росимущества по Якутии. Если все-таки в муниципальной собственности и земельный участок еще не оформлен, то есть его нету, вы можете посмотреть также на сайте Росреестра, публичной кадастровой карте, можете посмотреть. А если нет, то можете смело обращаться в органы местного самоуправления, чтобы они вам подготовили решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка. Для этого необходимо узнать сперва о наличии проекта межевания территории, который предусматривает дальнейшее развитие территории и в котором указываются образованные и изменяемые земельные участки. Вот если его нету, то, соответственно, делаем схему расположения земельного участка либо самостоятельно, либо лучше обратиться к кадастровому инженеру. Кадастровый инженер подготовит вам схему, с этой схемой обращаетесь уже в органы местного самоуправления, чтобы они приняли решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка. Как только они примут, в течение 30 дней вы уже берете это решение, обращаетесь обратно к кадастровому инженеру, чтобы он вам подготовил межевой план на сам земельный участок и технический план на сам гараж в случае его отсутствия. После этого вы сами сдаете к нам в орган регистрации прав на кадастровый учет этот межевой план, получаете выписку из ИГРН о земельном участке, и с этой выпиской и техническим планом, который подготовил кадастровый инженер, уже обращаетесь обратно в орган местного самоуправления, который в течение 20 дней должен принять решение о предоставлении вам бесплатно в собственность земельного участка и сам же обращается в орган регистрации прав за регистрацией самого земельного участка и регистрацией объекта гаража самого в орган регистрации прав. То есть по результатам которого вы получаете две выписки. Это выписка о земельном участке на вашу собственность, в котором будет прямо написано, и выписку из ИГРН на сам гараж о том, что то же самое будет написано, что вы являетесь собственником этого гаража. А что можете сказать про налог? Как будет рассчитываться он? Налоги у нас, налоговую ставку определяют у нас органы местного самоуправления, которые устанавливают эту ставку. И, соответственно, будет рассчитываться, исходя из кадастровой стоимости.
А что делать наследникам неоформленных гаражей? Как я и говорил ранее, наследники тоже могут оформить право на себя, на земельный участок и на гараж. Для этого необходимо предоставить все те документы, которые я сказал и которые будут установлены на наследодателя. Если наследодателя нету таких документов, но в любом случае, я думаю, что органы госвласти, которые я сказал, установят дополнительный документ. И плюс, к тому же, нужно предоставить обязательное свидетельство о праве на наследство по закону, который подтверждает о том, что наследство именно наследнику принадлежит. Про наследников поговорили, давайте теперь про собственников. Что делать им, собственникам металлических гаражей? Дело в том, что гаражная амнистия не попадают в некапитальные гаражи, но в нашем случае металлические гаражи. Во-первых, почему? Потому что они не предоставляются в собственность или в аренду, а также не подлежат регистрации. Но в этом случае орган местного самоуправления утверждает схему размещения на своей территории некапитальных гаражей, где будут указаны эти места их размещения, и любой, кто владелец металлического гаража, может обратиться, чтобы его металлический гараж включили в эту схему. Во-вторых, орган местного самоуправления используется вот эти земельные участки за плату, размер который устанавливается органом местного самоуправления, но орган власти может установить, определить категории граждан, которые могут бесплатно использовать земли под некапитальными гаражами. А как быть с гаражами, которые уже внесены в реестр недвижимости как помещения? Если гаражи, которые внесены в единый государственный реестр недвижимости как помещения, они признаются самостоятельными зданиями, они могут изменяться по заявлениям органов местного самоуправления по месту нахождения объекта, собственников гаражей и граждан, которым предоставлен земельный участок, а также представителями гражданских кооперативов. Ну, может, еще расскажете, кто может оказать содействие гражданам? Содействие гражданам могут в приобретении гражданами прав на земельные участки, на которых они расположены, органы местного самоуправления. Путем проведения рабочих встреч с представителями гражданских кооперативов по выявлению наиболее острых проблем и путей их решения, по вопросам консультирования граждан на основании имеющихся у них документов, могут провести заблаговременный анализ документов, которые у них есть, а также путем взаимодействия с органами технической инвентаризации и органами Росреестра. И в том числе, если имеются бюджетные средства, они могут профинансировать кадастровую работу по оформлению гаражей и земельных участков. Спасибо вам большое, Степан Николаевич. Благодарю вас. Спасибо. Ну а я напомню, что сегодня в рамках актуального интервью мы разговаривали с заместителем директора, главным технологом кадастровой палаты по Республике Саха-Якутия Степаном Степановым.